Добрый вечер. А теперь о главном. Несколько сотрудников Карабалтинского горно-рудного комбината и некоторые другие эксперты встретились сегодня в агентстве 24KG с журналистами и сообщили, что законопроект о запрете разработки урановых месторождений может привести к полному закрытию горно-рудного комбината, который почти 65 лет вносил свой вклад в кыргызскую промышленность. Действующая сейчас, имеющаяся у нас технология выстроена таким образом, что поступающее сырье перерабатывается абсолютно без образования дополнительного объема отходов. Это небольшое количество воды, которое сбрасывается на хвостохранилище и затем просто испаряется. И еще хотелось бы отметить, что хвостохранилище КГРК является неотъемлемой частью нашего технологического процесса. То есть это еще как бы один цех на базе нашего производства. И КГРК все годы самостоятельно обеспечивает его безопасную эксплуатацию. Комбинат в последние годы работал на привозном сырье из Казахстана, а в советские времена сюда на грузовиках привозили урановую руду из Минкуша. Это через весь Джунгальский и Кучкотский районы, потом через Балыкчы и Чуйскую область, и никаких эксцессов не было. Сейчас, если привозить руду в Карабалту из Кызыломпола, этот путь короче более чем вдвое, и возить можно по железной дороге. Так что разработка Кызыломпольского месторождения особого вреда ни для населения, ни для природы не принесла бы. Но проблема совсем в другом. Золото на Кумтюре вообще не радиоактивное, но сколько от него вреда экологии страны уже и еще будет нанесено. А самый главный ущерб состоит в том, что золото с Кумтюра вывозится из страны на миллиарды долларов, а Кыргызстану остаются миллионные крохи. Поэтому экологи, выступающие за запрет разработки урановых или ториевых месторождений, протестуют не просто против возможной радиации или других непосредственных загрязнений, но также против коррупции, когда власти страны заключают договора с разработчиками не в общих интересах населения и государства, а в пользу узкой группы лиц, которые обогащаются за счет продажи общих богатств. Кроме того, какая бы идеальная ни была технология и как бы скрупулезно ни были прописаны процедуры, как местные промышленники, так и даже привозные из Европы или Канады нарушают эти правила, что может приводить и приводит к эксцессам. Например, в соглашении по разработке Кумтюра не были прописаны некоторые моменты, так что добропорядочные канадцы стали складировать рудные отвалы прямо на ледник. В-третьих, даже передовые страны мира постепенно отказываются от атомных электростанций и уже составляют программы поэтапного сокращения использования атомной энергии вплоть до полного отказа от нее. А уран или торий используются главным образом для атомной энергетики. Сейчас атомные станции имеются примерно в 30 странах мира, и примерно половина из них уже отказывается от АЭС. Как бы этому ни было, факт тот, что вся глобальная атомная энергетика получила шок от Чернобыля, потому что до этой аварии все атомщики, независимо от советских или немецких или американских, они считали таким невозможным, что просто реактор просто вдруг взрывается, да? Точно такие же эксцессы могут случиться и с хвостохранилищами уранового производства, которых в Кыргызстане несколько десятков, более 90, в том числе и на том же КГРК, где пока эксцессов не было, но при нынешней организации производства и контроля всяко возможно. Если бы СССР не распался, эти хвостохранилища, наверное, были бы обезврежены, но сам Кыргызстан на это пока самостоятельно не способен. Многие другие страны и организации доноры помогают в реабилитации этих хвостохранилищ, но мы ведь видим, как хищнически относятся к кыргызской природе даже те же иностранные компании, которые, например, разрабатывают Кумтюр. У себя в Канаде они, наверное, такое себе не могли бы позволить. А когда к такому добавляется еще и коррупция и продажность кыргызских чиновников, получается гремучая смесь. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Айып. Всего вам хорошего и до свидания.